4 октября по инициативе Национальной библиотеки Удмуртии был проведен круглый стол «Культурная память. Потенциал развития». Целью мероприятия было обсуждение возможностей туристической отрасли как образовательно-познавательного ресурса, перспектив межотраслевого сотрудничества в комплексном подходе к организации туристической деятельности. Участие в работе круглого стола приняли известные в республике люди, эксперты в области туризма и культуры, успешные бизнесмены и ученые. Отправной точкой для общего разговора явилось обсуждение итогов 125-дневной одиночной пешей краеведческой экспедиции по Удмуртии «Баджим-тур» проекта Андрея Исаева, стартовавшего 18 мая этого года. Путешественник поделился своими впечатлениями об экспедиции, которая стала для него этапом самосовершенствования и личностного роста, так как планировалось как духовный путь – паломничество по местам проведения древних обрядов и молений удмуртов. С другой стороны, проект способствовал активизации внутреннего туризма. Онлайн-репортажи Андрея с конкретных мест вызвали огромный интерес, и открывать для себя новую Удмуртию этим летом поехало множество молодых людей. Кроме того, Баджим-тур стал фактически и онлайн-мониторингом культурно-туристических ресурсов всех 25 районов республики. Вскрыл многие проблемы туристической отрасли. Первое, что присутствует в понятии туризм, это некая идея путешествия. То есть человек, который отправляется в путешествие, он знает, у меня есть определенная идея, у меня есть определенное ожидание, впечатление, и тогда поездка, путешествие, экскурсия, она имеет место быть. Это первый признак туризма. Второй, это все-таки конкретный маршрут из точки А в точку Б и обратно, потому как туризм у нас очень определенный и предсказуемый сектор деятельности, так скажем, То есть, собственно, поэтому и появляется индустрия путешествий, гостеприимства и так далее. Третье и самое, может быть, важное, это экономическая составляющая, это бизнес-составляющая. Если человек не платит деньги, то, извините, или кто-то не зарабатывает на этом, туризма просто не существует. Четвертое, это массовость и системность. То есть путешествия должны носить массовый характер и достаточно системный, когда мы говорим, что действует определенный маршрут, есть определенное направление деятельности, есть точки роста, привлекательности и так далее. И пятое, это, конечно, безопасность. Без безопасности никуда. Поэтому я против, особенно журналисты, когда приходят только в газету, в любое онлайн-издание, давайте мы будем пиарить популярные точки на карте Удмуртии. Что у нас первое? Гора Байгулей, Дебелский район. Все, погнали. Кто знает о том, что не проехать туда вообще? Ноги сломаешь, пока до нее доберешься. Никто не знает. Про безопасность мы забываем напрочь. У нас очень многие понятия, получается, что носят название, мы называем это туризмом, а по сути это туризмом не является. Это может быть благотворительность, это может быть пиар-акция, это может быть экспедиция, это может быть что угодно, но поверьте, к туризму это никакого отношения не имеет. Но у нас часто возникает подмена понятий в какой среде. У нас каждый объект себя выдает за уже готовый туристический продукт, по сути не является. Если мы внимательно почитаем федеральный закон об основах туристской деятельности, там есть четкое понимание туристического продукта, но вообще в силу практики в мире. Что туристическим продуктом у нас является некое предложение комплекса услуг, где есть две важные составляющие. Первое – это транспортная доставка туриста до места, второе – его размещение, любое. И дополнительные услуги могут быть включены экскурсии, сопровождение гида, медицинское страхование и так далее. Я не буду вас утомлять этими терминами, но я хочу обратиться к своим коллегам и вообще ко всем здесь, чтобы мы, если мы такие круглые столы планируем, мне кажется, очень перспективная тема обсуждения того, чтобы отдельные объекты, а мы сейчас говорим про этнотуризм, а соответственно это путешествие к истокам, и все мы знаем, что есть отдельно достойные объекты. Ударвай, Центр удмуртской культуры в Карамас-Пельге, и так далее, их достаточно много, чтобы эти объекты вышли за рамки своих отдельных объектов и посмотрели на то, где они находятся, именно в контексте общего туристического ландшафта, и как эти объекты могут взаимодействовать с другими объектами, с тем, чтобы у нас появились действительно интересные маршруты. Потому что сегодня все, что мы можем предложить, это путешествие к бурановским бабушкам через Ударвай с посещением еще несколько раз в день. Источник событийности в культурных национальных традициях. Ключевую роль, как и в любой сфере деятельности, в туристической отрасли сегодня играют информационные ресурсы об историко-культурном наследии края.
Интерактивные карты и базы данных были представлены на мероприятии научным сотрудникам Удмуртского института истории языка и литературы УРО-РАН Игорем Леонидовичем Поздеевым и руководителем Центра чтения Национальной библиотеки Ириной Николаевной Курс. О востребованности библиотечных ресурсов на примере итогов поездки в Дагестан и участия в фестивале «Многоцветие культуры русского мира» рассказала директор Национальной библиотеки Татьяна Владимировна Тенсина. Библиотеки – это прежде всего информационный ресурс, но мы не просто собиратели и хранители, а в первую очередь распространители и просветители, подчеркнула Татьяна Владимировна. Круглый стол оставил у всех участников позитивное впечатление. Многие выразили пожелание продолжить обсуждение и работу в данном направлении. Общий вывод по итогам дискуссии сделала руководитель отдела культурно-просветительских программ и проектов Национальной библиотеки Надежда Викторовна Зорина, одна из инициаторов мероприятия. Надо объединяться, а для этого нужна некая коммуникативная площадка, где можно было бы обмениваться идеями и предложениями. Не говорить о том, чего нет, а думать о том, что делать дальше в сегодняшней ситуации. И мыслить стратегически. Каждому проекту нужен комплексный подход.